Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые любители футбола. И вновь говорит и показывает Южно-Сахалинск. И мы с вами по-прежнему находимся на стадионе «Спартак», где чуть более часа назад закончилась игра возрастной категории до 16 лет между командами спортивной школы «Сахалин» и «Динамо» Приморский край. Со счетом 7:0 победу одержали гости. А я напоминаю, что сегодня 30 июля, вторник, местное время 19:00, температура воздуха 15 градусов, играть одно удовольствие. И в рамках 12-го тура первенства Дальневосточного федерального округа по футболу среди юношей до 18 лет встречаются спортивная школа «Сахалин», город Южно-Сахалинск, и «Динамо», Приморский край, город Владивосток. Обслуживают матч судейская бригада в следующем составе. Судья в поле: Колобов Михаил, город Хабаровск, и ему помогают Константин Пак и Олег Наумкин, город Южно-Сахалинск. Инспектирует встречу Богумилов Владимир Алексеевич. Вот уже рефери матча Колобов Михаил ожидает команды, который проводит свой предыгровой ритуал. Так, команда «Сахалин» готова. Игроки расставляются по полю. Динамовцы также в боевой готовности. Ну что ж, дорогие друзья, как я уже говорил, 7:0 более младшие товарищи команды «Сахалин» проиграли. Посмотрим, что будет в этой игре. Вводят игру динамовцы. И так звучит свисток. И игра началась. Вот уже видно с первых минут сахалинцы далеко выходят встречать соперника на их половине поля. Здесь ошибся. Зайцев не точно сделал передачу на своего партнера Эльмира Голубева. Аут вводят динамовцы. Егор Полякин оказался на газоне не без помощи игрока в синей футболке. Штрафной пробьют сахалинцы. Так, мяч у Сахалина. Ну давайте ознакомимся с игроками, которые находятся в данный момент на поле. Так, команда «Динамо» Приморский край, футболки синие. Так, здесь нарушений правил не было. Судья дает играть. «Динамо», футболки синие. В воротах играет 16 номер Ладынский Матвей. Далее Змейчук Владимир 3, Остапенко Кирилл 4, Нижников Валентин 5, Тасенко Михаил 8, Михайленко Андрей 10, капитан команды, Пантелеев Максим 12, Сухинин Семен 13, Домащенко Захар 15, Ефимов Тимофей 17, Мингалиев Артур 18, главный тренер команды Евгений Риетькин. Команда «Спортивная школа Сахалин». Футболки белые. Первый номер Щепанский Артем, Глушко Андрей 2, Голубев Эльмир 3, Полякин Егор 4, капитан команды, Кириенко Алексей 5, Свиридов Дмитрий 8, Зайцев Илья 9, Долин Никита 10, Ким Олег 20, Савенков Тимофей 27 и Фоменко Владислав 65. Главный тренер команды Виталий Русу. От ворот воет вратарь команды «Динамо» Ладынский Матвей. Длинная передача вперед. И здесь пошла борьба за подбор.
Судья встречи. Судья встречи жестом показывает, что никакого нарушения не было. Падение неоправданное. Игра продолжается. Фоменко на Кириенко, но тут не смог укоротить мяч. И опять заброс вперед со стороны Динамо. Первые на мяче у нас оказались защитники. Ну, здесь фол со стороны Динамо. Быстрый розыгрыш. Передача назад. Направо. С мячом капитан команды. Заброс длинный вперед на Зайцева Илью. Но нет, всего лишь аут. Долин пытается делать точную передачу на Голубева. Голубь на Свиридова. Тут дали на Кима. И в разрез передача. Хорошая передача здесь от Кима, но здесь прострел вдоль ворот. Но судья фиксирует. Пошли верховые дуэли. Долин на Зайцева. Зайцев пытался вернуть ему мяч обратно. Но тем не менее атака Сахалина продолжается. Здесь фол. Сахалин с мячом. У мяча Никита Долин. Итак, подача в штрафную. И Кириенко головой пробивает рядом со штангой. Владивостокцы разыграли. Передача по флангу. В итоге аут. Полякин на Свиридова. Тасенко Михаил бил первый на мяче. И здесь нарушение правил определил арбитр встречи. Требуется помощь врача команды. Пока небольшая пауза. Накануне этой игры команда Сахалин. Здесь предупреждение получил игрок команды Динамо. Это у нас Домащенко Захар, номер 15. Так вот, перед этой игрой команда спортивной школы Сахалин проводила две выездные игры. Это игры были с Локомотивом в Уссурийске и с СКА Хабаровском в городе Хабаровск. В Уссурийске команда спортивной школы Сахалин со счетом 2-1 обыграла команду Локомотив. И также в Хабаровске со счетом 2-0 они обыграли на тот момент лидера турнирной таблицы СКА Хабаровск со счетом 2-0. Голы забили в той игре со СКА это Дмитрий Свиридов и Алексей Кириенко, которые сегодня также находятся на поле.
Врач находится на поле, но вот он не спеша покидает. Все нормально. И вскоре игра продолжится. У мяча Фоменко. Заброс на Зайцева, но первым на мяче защитник Динамо. Долин подбирает мяч, проходит по правому флангу. Прострел вдоль ворот. И мяч от Тасенко Михаила, который первым оказался на мяче, уходит на угловой. До мяча Долин Никита. Подача на дальнюю штангу. И гол. 10-я минута встречи. Владислав Фоменко, номер 65, открывает счет в этой игре. Итак, 1-0 в пользу команды Сахалин. Напоминаю, что это 10-я минута. Я думаю, у каждого у них в мыслях все равно где-то отложил осадок своих младших товарищей, которые проиграли со счетом 7-0. Поэтому, как говорится, за себя и за того парня. Хотя, может быть, это не основной лейтмотив в голове, но все-таки оно есть. Так, 10-я минута. Фоменко Владислав, 1-0. Продолжается атака. Удар заблокирован. Динамо с мячом. Передача на правый фланг. Вход в середину, передача в центр. Вход в штрафную, передача 17-му номеру. И счет 1-1. 11-я минута. Как? Итак, 17-я еще будет, как говорится. Ну, посмотрим. Он любит такие игры, когда много голов. Ким пытался навязать борьбу. И тем не менее, тут Зайцев. Единоборство, мужская борьба, плечо в плечо. В итоге все равно Илья Зайцев первый на мяче. Егор Полякин спокойно, хладнокровно убрал мяч, сделал передачу на Долина, тот дальше на Кима. Ким подключает Глушко к атаке. Савенков. Свиридов вернулся назад помочь средней линии. И диагональная передача немножко не точно в плане силы. Голби в подбор Зайцеву. Передача была направлена, но не точно. И аут. Ведут игроки Динамо. Фоменко сыграл на опережение, далеко отпустил мяч. Свиридов головой. Не точно. Но Остапенко, вернее, Измичук Владимир машет мимо мяча, но тем не менее мяч у Динамо. Долин перехватил мяч и отправляет вперед в атаку Зайцева. И вратарь выходит первый на мяче и выбивает его в аут. Аут будет вводить Сахалин. К мячу идет Егор Полякин. Собственно, это уже домашние наигрыши. Когда вблизи штрафной, Егор далеко вводит мяч из-за боковой. Посмотрим на этот раз.
Ваня до центра. Первый на мяче у нас Фоменко, сброс. Поляки, но опять подача на дальний у нас Савенков. Пытался перебросить дальний ворот. Так, розыгрыш динамовцев. Полякин ведет борьбу. И в итоге, да, самоотверженно принял удар на себя, но, видите, центральный защитник, где оказался в момент борьбы, не выключился. Играл до конца. И все правильно делал. Динамовцы с мячом. Глушко на Полякина. Полякин на замахе выбирает 12 номера Динамо и делает передачу на Долина. Долин, контролируя мяч, передает его на Олега Кима. Ким с мячом, не спеша, владея мячом. Подключили Глушко к атаке. И тот с левой ноги. Но там никого не оказалось. Чуть-чуть нерасторопно Кириенко под удар Долину. Удар по воротам. Немножко не точно от ворот. Ну, после такого начала, конечно, Сахалин не согласен, забив гол, через минуту пропустив. Поэтому тут же не стали ждать, не откладывать дело в долгий ящик. Надо попытаться материализовать все это свое преимущество, может быть, если это преимущество территориальное, в голы. Удар по воротам неточный, не сильный. Но тем не менее, Динамо тоже не играет от обороны, проводит атаки. Тоже нацелен на взятие ворот. Но у них-то точно воодушевление, я думаю, у динамовцев от игры своих младших товарищей. 7-0. Это хорошее такое придание настроения перед игрой. Итак, Ким пытался обыграть двух соперников, но теряет мяч, тут же вступает в отбор. Долин вернулся назад. И 10-й номер команды Динамо, а это Михаленко Андрей, капитан команды, пробил поворотом, но высоко. Долин не получилась передача на Кириенко, но тем не менее Кириенко навязал борьбу с мячом. Передача направо, Зайцев. Поднял голову, лежит игрок Динамо в центре поля. Свиридов бьет поворотом, удар блокирован. Опять Ким. Глушко на Савенкова. Савенков сходит в штрафную. Угловой. Опять продвигается к угловому флажку Никита Долин. Ну что ж, угловой уже забили. И посмотрим, что это. Высокая такая траектория на Фоменко. Дальше там Полякин. И вот он, второй номер Глушко. Андрей оказался на правом фланге, левый защитник. В результате борьбы Сахалин заработал угловой. Так, по всей видимости, розыгрыш. Так оно и есть. Долин с мячом. Подача. И сильный удар. Как говорится, по самолетам.
Ну, ситуация была не идеальная для удара, поэтому ноги сели защитники. Но тем не менее пытаются начать атаку динамовцы. Но здесь накрывает, тут же накрывают их игроки команды Сахалин. Но здесь фол со стороны Ильи Зайцева. Пробьет Динамо. Так, Полякин первый на мяче. Зайцев дальше на Долина. Долин на Свиридова. Ну, это, так сказать, мяч в борьбу. Первым оказался, конечно, игрок синий. Не конечно, а ну, сыграл в обороне. И первый на мяче здесь. Нарушение правил. Задержка руками. Штрафной. Пробьют игроки команды Сахалин. И вот Полякин, капитан команды, выбирает направление передачи. Делает на Кириенко заброс, но не точно. И Ладынский Матвей будет начинать атаку своей команды. Да, здесь Долин прочитал намерение 17 номера Динамо. В итоге мяч на левом фланге. Глушко. Глушко делает передачу назад. Фоменко, Долин. Сброс такой сомнительный. Но в итоге Глушко все равно первый был на мяче. И всего лишь аут. Савенков на Свиридова. Свиридов обратно. Савенков. Мяч срезается с ноги. Тем не менее, Долин первый был на мяче. Головой сбрасывает мяч в штрафную. Но мяч выбивается. Ким с мячом. Немножко нерасчетливо не рассчитал. Но и Кириенко вне игры. И опять капитан команды Полякин выиграет верховую дуэль. Передача назад. И вот Свиридов включает. Да, не дает спокойно дышать. Вратарь вынужден просто выбить мяч вперед. А получилось аут. Будут вводить игроки в белой форме. Голубы с мячом. Зайцев вернул мяч на Свиридова. Свиридов пытался сбросить на Зайцева, но защитники Динамо предугадали этот ход. Долин контролирует мяч, прикрывая корпусом. Налево. Еще дальше налево. Забегает Глушко. Передача. Немножко неточно, и защитники. Первый на мяче выбивает его к центральной линии круга. Фоменко выиграл единоборство. Подключается в атаку. Долин не дал Илье Зайцеву, который напрашивал своим движением под передачу. Свиридов с мячом. Зайцев. Свиридов. Но это все на месте. Без продвижения. Тем не менее, между двух Свиридов входит в штрафную. Ряд финтов. Развороты. Пас назад Зайцеву. И тот делает навес. И удар по воротам. На мяч у вратаря. Мяч у вратаря. Тоже начался это из защитников. Это Андрей Глушко. Головой попытался забить мяч в ворота Динамо, но вратарь на месте. Ладынский Матвей, страж ворот Динамо. Перепас небольшой между Глушко и Фоменко. Далее у нас Кириенко вернулся назад. Центральный нападающий. Савенков на Кима. Ким назад на Фоменко. Тот поперек поля на Полякина. Полякин на Голубева. Ну, пока контролирует, спокойно, уверенно. Игроки Сахалина мяч. Но это без продвижения вперед. Но тем
тем не менее мяч остается у них. Но и продвижения вперед нет. Ожидают, выманивают динамовцев на чужую половину поля. И вот забегает Голубев, Зайцев с мячом. И все-таки отдает, но с большим опозданием. Здесь первый на мяче вратарь, но неудачно выбивает кулаками. Подбор за сахалинцами. Полякин с мячом. Отпускает далеко мяч, теряет мяч. И тут же вступил в отбор. Молодец Егор Полякин в плане того, что, потеряв мяч, он тут же переключился на оборону. И в итоге сохранил мяч для своей команды. Сахалин с мячом. Фоменко на Полякина. Тут дальше направо, но нет. Здесь Зайцев оказался. Долин один. Ким Олег с мячом налево подключает своего защитника. Глушко делает передачу в разрез Кириенко. Кириенко выходит под углом к воротам. Пробивает с неудобной позиции. Но здесь и вратарь, и защитник не дают мячу залететь в ворота угловой. Ну что ж, с игры пока не получается. С углового забили. Посмотрим. Посмотрим, что это уже очередной, по-моему, 5-й угловой, но не столь важно. Сыграли всего 25 минут. Угловой подан. И да, опять Владислав Фоменко. Но судья, по всей видимости, смотрим. Немножко не успевает Зайцев сыграть на опережение. Заставляет защитника просто выйти вперед, но тем не менее. 17-й номер. Первый был на мяче. Подбор за Динамо. Здесь нет возможности сделать передачу вперед, назад и заброс на левый фланг. 17 номер проявляет инициативу, но Егор Полякин пресекает все его попытки развить атаку, но нет. Да, здесь на ровном месте потеряли мяч динамовцы, и аут будут вводить игроки в белой форме. Сыграно уже 25 минут первого тайма. Счет 1-1. Голубев на Свиридова. Свиридов на Зайцева. Зайцев. Да, хотел сделать мягкую передачу на Свиридова, но там все это прочитано, и в итоге Остапенко Кирилл сохранил мяч для своей команды. От ворот. Голубев одно касание на Кириенко. Его здесь не расчетливо мог. Нет, все-таки дотянулся Ладынский Матвей до мяча. Да, и тут же накрывают сахалинцы игроков Динамо при первой возможности буквально у штрафной площади. Динамо. Вот, пожалуйста, результат. И вынудили ошибиться. Активно действуют игроки Сахалина на всех участках поля. Что и капитан команды на своем примере показал, что, потеряв мяч, тут же вступать надо в отбор. Что, собственно, игроки Сахалина и делают. Это я просто немножко акцентировал на Егоре Полякине. Но пока претензий со стороны кому-либо, я думаю, тренерского штаба никаких нет в плане переключения с атаки на оборону. Голубев с мячом. Направо. Зайцев на противоходе поймал.
Поймал Домащенко Захара. Передача на Свиридова. Тоже за замах. Ход. Между двух. Который раз уже входит. Уже Свиридов между двух. Так у него все здорово получается. Но мяч был у Долина. Атака продолжается. Лежит Свиридов на газоне. Удар по ногам. И опять длинный заброс вперед на Кириенко. И в итоге аут. Врача. Напомню, что сегодня в рамках 12-го тура также встречаются команды. Спортивная школа футбола Якутии принимает команду Благовещенск. ФК Благовещенск из одноименного города принимает армейцев из Хабаровска. Обязан покинуть пределы поля до сигнала, определенного сигнала судьи, чтобы войти. Итак, аут. Полякин с мячом. Наблюдаем. Активен на стандартах высокий Кириенко. Также Фоменко. Но здесь немножко не поняли. Не получилось нацеленный точный ввод мяча. Полякин уже вернулся назад. Глушков Санкт-Петербург в подкате. Выбивал мячик. Получилась передача на Зайцева. И тут же, да, ну, здесь удар по ногам не намеренный. 15-го номера команды Динамо. Это страсти помогала борьба. Подача в штрафную на Кириенко. И счет становится 2-0. Пожалуйста. 31-я минута. Владислав Фоменко, номер 65, делает счет 2-0 в пользу команды. 31-я минута. 65-й номер Фоменко Владислав делает счет 2-1 в пользу команды Сахалин. И вот очередной стандарт. Два стандарта, два гола Фоменко. Передача направо. Савенков вернулся. В итоге аут. Воет сахалинцы. Полчаса уже пролетело, но вы согласитесь, уважаемые поклонники футбола, что игра проходит в таком динамичном, быстром, напряженном, в хорошем понимании этого слова, русле. Здесь уже Динамо навязывает борьбу в центре поля, пытается развить атаку. Идет борьба за подбор. Здесь немножко не увидел Свиридов, что Илья Зайцев открывался под него для передачи. Кириенко. Первый вратарь тут же начинает
Атака через своих защитников. Долин. Опять Долин. Делает передачу на Свиридову. И хорошая передача, разрез между двумя защитниками. Да, под острым углом с разворота бил Свиридов Дмитрий. Отворот вводит Динамо. Розыгрыш. Передача в середину. Дальше уже ближе к правому флангу. Заброс вперед. Но здесь Фоменко головой выигрывает дуэль. Дальше пошла верховая борьба. Фоменко с мячом на Голубева. Передача назад, налево. Здесь уже динамовцы включили. Хорошая передача на Савенкова. Опять-таки вход. Тимофей ходит. Передача вдоль, прервана защитниками. Хотя Свиридов находился в районе 11-метровой отметки. 65-й. Это Фоменко. Вот здесь он теряет мяч. Динамо атакует правым флангом. И вот Фоменко уже вернулся. Вот о чем я и говорил. Переходы очень важные. Это, конечно, часть футбола, составляющая футбола. Как атака, так и оборона. Долин на Глушко. Дальше Ким. Нет продолжения вперед, возвращает его Глушко. Тут дальше назад на Фоменко. Вот здесь вытягивают на себя сахалинцы, динамовцев. Не торопясь пока до верного. Не может, конечно же, игра продолжаться в сумасшедшем темпе все минуты тайма. А в данный момент тайм играется 45 минут в возрастной категории. Вот Полякин рейд Егора Полякина до штрафной, но здесь последний момент немножко, можно сказать, помешал сам себе. Ну и защитники, конечно, сделали свое дело. Динамо с мячом. Длинная передача в центр. Ну, здесь положение вне игры. Фиксирует помощник арбитра Олег Наумкин. Розыгрыш. Передача налево. Свиридов назад. Фоменко своему капитану. Тот дальше направо. И вот бежит, смотрите, как 15 номер. На какой скорости Домащенко. Захар. Буквально 30 метров включил скорость для того, чтобы вступить в отбор на чужой половине поля. Итак, Долин с мячом. Диагональ на Савенкова. Достанет мяч Тимофей. Достал. Пытался обыграть каким-то замысловатым финтом. Но, тем не менее, мяч у Сахалина. Долин на Глушко. Глушко возвращает. Долин навес на Кириенко. И тут даже Свиридов выскакивал. Да. Немножко не хватило Дмитрию Свиридову дотянуться до мяча. Сахалин не опускается. В участке поля. Аут будет Динамо. Егор Полякин первый. Удачно сыграл на опережение со Свиридовым. Свиридов изящно сыграл пяткой на Долина. Долин также изящно обыгрывает одного, но в штрафной площади ему на пути стал уже второй защитник.
Аут будут вводить динамовцы. Захар. Аут. В итоге мяч у Долина, который оставляет его Эльвиру Голубеву. Долин дальше головой по флангу. И в итоге мяч покидает бровку поля. Динамовцы с мячом. Так. Домашенко сохранил мяч. И вот перехват мяча Дольным, входит в штрафную с линии. Не ободящий. Да, пытался Никита ободящим ударом. В дальний, в правый от вратаря верхний угол. Ну, технический удар не получился. Но замысел был. Ну, все правильно в данном моменте. Нужно направление. Фоменко выбивает мяч на Кима. Здесь на нем нарушает правила. Разыграли мяч сахалинцы. В итоге перевели на левый фланг, подключили защитника, своего левого защитника Андрея Глушко. Свиридов низко опустился. Игрок атаки Сахалина. Долин на Зайцева. Зайцев, ну здесь прямолинейно, но тем не менее на подборе первый Сахалин. И вот подключение Эльвира Голубева немножко сильно. Делал передачу Никита Долин. Розыгрыш динамовцами. Здесь тактически грамотно играет игру. Полякин ставит корпус, но нерасчетливо. И Ефимов Тимофей после его передачи мячу 10-го номера, а это был у нас Михайленко Андрей, капитан команды, пробивает и довольно-таки опасно. Буквально пролетает над перекладиной ворот. Явная позиция была по центру ворот. Разыграли сахалинцы. Олег Ким возвращает Глушко. Кириенко вернулся назад, но здесь небрежность его привела к тому, что аут будут вводить динамовцы. Я напоминаю, что 40 минут уже позади первого тайма, счет 2-1. Впереди команда «Спортивная школа Сахалин». Аут вводят динамовцы. Падение, что одного, что второго игрока команды. И вот здесь вот удар по воротам. Щепанский Артем. Ну вот и увидели в деле Щепанского Артема. Удар был плотный низом. В струнку вытянулся Артем. Надежно, уверенно. Флангом также у нас. И вот здесь опять немножко небрежность. Или технический брак, но недоволен собой Свиридов Дмитрий, от кого последнего коснулся мяч перед тем, как покинуть поле. Аут вели динамовцы, и в итоге подбор за ними после ряда потерь. Здесь судья фиксирует нарушение правил. Разыграли защитники между собой мяч. В итоге оказался на правом фланге. Так, смотрим за продолжением атаки. Что у нас? Долин. Долин на Кириенко. Кириенко сброс головой дальше. Продолжит траекторию полета мяча, но там никого не оказалось. Может быть, Савенков Тимофей не ждал такого продолжения атаки. Зайцев тут же с мячом. Свиридов помогает
Фоменко первый на мяче. Но немножко не точно. И вот опять поляки, но нарушение правил. Судья или порицание, как хотите, но никаких карточек не было. И вот Долин. Свирида заставил ошибиться. Долин делает на кик. Отличный пас, но помощник судьи Пак Кин Хо положение не игры. А тем временем Свирида Дмитрий забивает гол. Присоединился, даже не слышит свистка. После свистка Свирида Дмитрий номер 8 наказан желтой карточкой. Так, смотрим. Вратарь готов ввести мяч, а уже идут последние секунды первого тайма. С мячом Тасенко Михаил. И вот сброс на 10-го номера нерасчетливый. Долин сохраняет мяч за счет аута. Верховая борьба. Опять мяч на Кириенко, но защитник первый на мяче выбивает мяч подальше на свой правый фланг, где борьбу ведет Пантелеев Максим. И в итоге на нем нарушает правила. Сохранил мяч для своей команды Максим. Штрафной удар. Так, подача в штрафную, но Щепанский легко, как на тренировке, забрал мяч в руки. Здесь на Свиридова и опять положение вне игры. Ну что, последние секунды первого тайма. Идет уже добавленное время, добавленное арбитром время. Фоменко неудачно выбивает мяч. Здесь нарушение правил со стороны динамовца. Толчок в спину. Ну, собственно, задача после ввода мяча. Выбив мяч его подальше, так как секунды уже истекают. Никакого риска в последние секунды быть не должно. И вот Кириенко. И Зайцев с мячом бьет поворотом. Мяч остается у него вратарь. И кому же сделать передачу, выбирает он. В итоге Долин. Но не точно защитник выносит мяч из штрафной. Хороший момент был у сахалинцев. Свиридов налево. Глушко дальше на Савенкова. Савенков на ближнюю штангу на Кириенко. Но первый играет. Первый на мяче защитник. И опять вынос со штрафного. Фоменко первый. Поперек поля перемещается. Делает передачу на Зайцева. Тут же забегает. Два игрока у нас. Долин на правом фланге. С разворота подает штрафную. Но мяч выносится из штрафной. И динамовцы начинают атаку. Не дотянулся до мяча Егор Полякин в подкате. Вот десяточка, капитан команды Динамо. Но перехватывает мяч Ким Олег, вовремя вернувшись назад помочь своим защитникам. И опять он первый на мяче. И вот пошли разрывы уже. Немножко не точно. Мяч убирается в аут. И звучит свисток на перерыв. Я напоминаю, что счет после первого тайма
2-1 в пользу команды «Спортивная школа Сахалин», где на 10-й минуте Владислав Фоменко открывает счет. На 11-й минуте игрок команды «Динамо» Ефимов Тимофей сравнивает счет. И на 31-й минуте тот же Фоменко Владислав выводит свою команду вперед. 2-1 после первого тайма. Перерыв. Филидорский живет, девочки доминирующая страна. Скоро наш получит 25. А они было 20, мы выиграем по 25, нам просто 17. Ладно, ты мне другой.
Ну что ж, все готово к началу второго тайма. И вот звучит свисток. Игра началась. Длинный заброс вперед. В перерыве наставник команды «Динамо» Евгений Рудькин сделал замену вместо Домащенко Захара, номер 15. На поле вышел Никитин Артур, номер 19. Первым на мяче Щепанский. Я напоминаю, что счет после первого тайма 2-1 в пользу команды Сахалин. У Сахалина дважды отличился Владислав Фоменко, а у Динамо гол забил Тимофей Ефимов. Быстро пролетел первый тайм, который, напоминаю, длится 45 минут в этой возрастной категории. Что, собственно, позволило, да, этому, это страсть, желание, борьба, накал страстей, еще раз говорю, да, исполнение, голы, и все те компоненты, которые нравятся и зрителю, и телезрителю, за которые мы любим смотреть эту игру под названием футбол. Итак, мяч у Динамо. Потеря. Ну, здесь сзади зацепили Полякина. Сзади это желтая карточка, да. И это 8 номер. Динамо Тосенко Михаил. Сразу в начале второго тайма получает желтую карточку. Но тем не менее. Так, звучит сигнал, розыгрыш. Андрей Глушко делал передачу Олегу Киму, но немножко не точно, тем не менее исправился, подорвал мяч, вернул назад, и мяч уже на правом фланге у Голубева. Тут играет Зайцевым. Свиридов на коротке затеяли игру в пас Сахалин, и в итоге потеряли мяч. Динамо рвется вперед, передача на правый фланг. В итоге мяч покидает поле, аут будет водить Сахалин. Кириенко сбрасывает на Свиридова. Не удалось Свиридову прикрыть мяч корпусом. Голубев убивает мяч на ногу 8 номеру. Тут проходит по левому флангу, делает подачу штрафную. И там Полякин Егор ведет борьбу, и на нем нарушают правила. Ну, сейчас, я думаю, самое время сказать о турнирной таблице. Перед сегодняшней игрой хозяева. Команда Сахалин занимает третью строчку турнирного положения, сыграв 9 игр, набрала 22 очка. Гости Динамо Приморский край занимают 5-ю строчку турнирной таблицы, сыграв 10 игр, на одну игру больше и набрав 15 очков. Удар по воротам, но Ладынский Матвей на месте. Вводит мяч налево, на замахе левый защитник. Ну, в итоге длинная передача и аут. А возглавляет турнирное положение перед сегодняшней игрой. Так, ну уже у нас были сыграны, поэтому давайте немножко мы это скажем потом в следующий раз. Пока Сахалин 3-е место, Динамо Приморский край 5-е. Итак, сброс головой Кириенко на Свиридова, но первый на мяче оказался Ладынский Матвей. Мяч у него в руках.
Сильно выбивает мяч ногой. Долин вынужден в подкате делать передачу назад, но слишком сильная передача, и мяч покидает бровку поля. Аут будут вводить игроки «Динамо». Не дают войти в штрафную сахалинцы. Опять у нас коллективный отбор. Отобрав мяч, не сумели сохранить. Аут «Динамо». Опять первый мяча Полякин. Самоотверженно играет головой. И здесь опять борьба за подбор, за владение мячом. И вот удар поворотом. Блокирован удар. И по левому флангу. Да, поторопился, наверное, Савенков сделать передачу. Была возможность еще пройти вперед, покрыть свободное расстояние по флангу. На опережение играет Полякин. На замах выбирает одного. И делает неточную передачу. Что, собственно, и динамовец. Соответственно, пошли потери в передачах. Капитан команды направляет передачу вдоль ворот. Прострел, да. Собственно, опасно было. Если бы Голубев не выбил этот мяч, то нападающий в синей форме вполне возможно замкнул бы эту прострельную передачу. Тем не менее, правым флангом Зайцев набирает ход. Перед ним 4-й номер Остапенко. Кирилл. Передача назад. Олег Ким. Сохраняем мяч. Отдает Голубеву. Тут дальше по флангу своему партнеру. Опять передача назад. Эльвир Голубев ищет поперек. И Олег Ким теряет мяч. Полякин опять здорово сыграл на опережение. Свирида с мячом. Короткие передачи на правом фланге со Свиридовым. Тут же назад Голубеву. И вот теперь находят просторы. Меняют направление атаки. Передача уже на левом фланге. Но без продвижения вперед. Но тем не менее раскачивают атакующих игроков «Динамо». Вот, да, задумка была, но не точна передача и по силе, и по точности. С мячом Ладынский Матвей. Пролетел Голубев. Но тем не менее Полякин подстраховал. Ну вот уже, если мы говорили, что в первом тайме больше активнее играли в обороне. Вверху это сахалинцы, то теперь уже динамовцы. 2-1 проигрывают. Что им делать? Естественно, надо идти. Итак, с мячом пропускает мяч Кириенко. На Долин удар. Вратарь на месте. Отбивает, но в итоге аут. Неплохо среагировал вратарь сейчас на удар. Так, аут «Динамо». Вот опасный момент. Еще один. Ну, здесь безадресная передача вперед. Здесь защитники спокойно контролируют мяч. И вот диагональная передача налево, но низковато. И Змейчук Владимир головой делает передачу своему партнеру.
Не нашла до Нижникова Валентина передача. Но тем не менее аут у игроков в синей форме. Не точно вот мяча, но подбор за. Такой же неловкий. Савенков с мячом. Но опять-таки не сумел проконтролировать мяч, сохранить. Потерял. И капитан команды Михаленко. Михаленко Андрей. Пытался начать атаку. В итоге неточная передача Полякина. И мяч вернулся ему. И здесь нарушение правил на Полякине. Да, смело идет Егор Полякин вперед при получении перехватах мяча. Не выносит мяч, не бьет куда попало. То есть сохраняя мяч надежно, уверенно. На то он и капитан, как говорится. Перепасовочка между центральными защитниками. Долин направо. Не получилось пройти правым флангом. И не получилось. Не развернул направление атаки Долин Никита. В итоге потерял мяч. И Динамо по центру пытается пройти вперед. Мяч направо. На правом фланге продолжают контролировать. Прочитал намерение динамовца Савенков Тимофей. Не дал сделать передачу вперед. Никитин Артур с мячом. Итак, подбор за динамовцами. Но далеко отпускает мяч защитник Динамо. И вот Свиридов уже по правому флангу. Нет, немножко не дали разбежаться. И взял мяч под контроль. И тут же Олег Ким продолжает. Свиридов. Подача на линию штрафной по центру. Савенков. Долин. Подключает Глушко. Подача в штрафную. Не точно. Или защитники сыграли более точно, надежно. Так, здесь нарушение правил. Толчок в спину. Фол со стороны сахалинцев. А сыграно уже почти 60 минут игры. Не успевает Савенков. Опять Полякин сам отверженно. Головой играет на опережение. Передача на Нижникова Валентина. Не точна. И тут же Савенков теряет мяч. Мяч в пределах поля. Так, непонятно, что там сделал Глушко. Почему сделать? Тут же ошибаются. Нет, это игра на опережение. От того же опять Полякина. Вот дорабатывает у нас Глушко и нарушение правил фиксирует. Да, тут же, конечно, делает внушение капитан команды Егор Полякину Глушко Андрею за его какой-то корявый пас в ноги игроку в синей форме. Но, тем не менее, игра продолжается. Все, футболисты уже профессионалы, забыли и продолжают. Серия с мячом. Зайцев. Активен правый фланг Сахалина, как и мы смотрели на протяжении первого тайма, так и на втором начинает. Менее активен здесь у нас Савенков и Глушко. Но тем не менее они также проводят атаки. Аут. Сахалин с мячом. Неточный сброс. Динамо перехватила мяч. В итоге перевели направо. На своего вышедшего свежего Никитина Артура.
Так, Ким. Долин с разворота делает передачу на Зайцева. Неплохо. Но тут не стал разбегаться. Остался, остановился, дождался защитника. И вот, да, потерялся темп атаки. Свиридов. Показывает, куда надо врываться. И вот Кириенко. Кириенко с мячом штрафной. Ну, здесь явно картина, да. И игра рукой. Показывает арбитру Кириенко. Мяч вводят динамовцы. Розыгрыш. Аут. Сахалин с мячом. На Свиридова. Волгов опять на Свиридова. Тут назад. Полякин переводит налево на Глушко. И тут заброс в штрафную. Первый на мяче игроки в синей форме. Нижников Валерий. Валентин, простите. Нижников. В итоге потеря мяча и мяч у Щепанского Артема, который вправо, через правый свой фланг начинает атаку. Долин уже учил. И вот Долин с правого фланга делал прострел. Свиридов накрывает защитника штрафной площади, ищет своего партнера. Опять Долин наброс. И Кириенко. Собственно, никто не мешал ему пробить по мячу, но технически сложноватый был для удара. Позиция была не очень его. Итак, замены. Вместо Ефимова Тимофея номер 17 на поле выходит Варченко Марк, номер 7. Две замены сделали наставники команды «Динамо». Ну, это и понятно. Счет 2-1 не в их пользу. Надо что-то делать, что-то менять. Так, ряд потерь. В итоге с мячом «Динамо» делает передачу, но перехват и опять подбор за «Динамо». Налево. Прострел. Подбор за «Динамо». В штрафной площади ходит, но опять Полякин самоотверженно играет. Капитан команды Сахалина, но тем не менее соответственно и играют его партнеры. Ну вот, что ж, настойчивее «Динамо» развивает атаки. Так, Зайцев на правом фланге. Первым на мяче Ладынский Матвей. Тут же начинает атаку левым флангом. Перехватил Голубев мяч, вернее, отобрал на Свиридова. Свиридов среди двух. Сохранил передачу Долин на Кириенко. Кириенко принял мяч, удар выше ворот. Уже который раз в разрез Никита Долин отправляет вперед Кириенко. От ворот уводят динамовцы. Глушко первый на мяче. Но в итоге подбор. Сухинин Семен начинает атаку своей. Потеря у Тасенко Михаила. Свиридов. Долин. Направо. Передача под себя на Долин. И удар в падении. Кириенко не попадает. Да, играл на опережение. Здесь Алексей Кириенко. Неплохая получилась атака. Еще раз, как говорил, динамика движения, страсть. Розыгрыш динамовцами. Хотел перехитрить, но тем не менее мяч у Динамо.
налево, на левом фланге, но тут же двое игрока в белой форме, и Егор Полякин не дал развить атаку, выбив мяч за бровку, за боковую линию поля. Аут. Подача в штрафную. Савенков вернулся, вернее, помочь своей обороне. Ну вот уже давление в атаке и со стороны команды из Владивостока. Смотрите, как тоже высоко они. Глушко ничего не может. Две попытки пытался просто вынести мяч, но не дают. Контролируя мяч перед подступами к штрафную. На другой фланг переведена игра. Подача в штрафную. Опять прервана. Итак, на линии штрафной. Вынос головой. Ну, здесь уже, да, и мяч у Щепанского. Довольно-таки серьезно заперли, можно сказать, штрафной Сахалин. Команда Динамо. Ну, здесь неточная передача вперед, и мяч у Щепанского. Это на руку сахалинцам. Вынос вперед на подбор. Надеюсь, что вот была возможность. Нет. Нет, Никитин Артур. Надежен. Нижников Валентин. Далее у нас по центру продолжается атака. Передача налево, но там Голубев перехватывает мяч. Зайцева. Тот дальше в середину. Ким вернул опять Зайцеву. Никто не атакует, спокойно доходит до центра и подключает. Глушко, тот дальше на Савенкова делает вбегание. И вот Глушко с мячом на левом фланге. Передача в штрафную на Зайцева. Зайцев штрафной. Удар поворотом и вратарь на месте. Ногой парировал удар. И защитники выносят мяч из штрафной. Но атака продолжается. Долин. Долин с мячом входит в штрафную. Удар поворотом. Ладынский Матвей. Собственно, справляется без каких-то усилий с этим мячом. Ну, мяч в руки. Мяч низом. Удобный для приема вратарю. Здесь фол. Один в центральной части поля оказался игрок Динамо, который сбросил назад, но не точно. Здесь уже Савенков Тимофеев прочитал намерение динамовца. Фоменко выбивает мяч в аут. Опять Фоменко, опять аут. Вынудили ошибиться Тасенко Михаила после приема мяча. В итоге с мячом Сахалин. Глушко Андрей. Смотрит партнеров. Нашел Кириенко. В итоге тут пропустил мяч Свиридов. Не получилось обыграть по центру поля игроков Динамо. И вот левым флангом уже идет атака. Динамо входит в штрафную. И здесь Полякин. Прекрасно в подкате. Идеально, можно сказать, сыграл. Вот подкат как и должен находиться. Не прямыми сбоку. Доставая, загребая этот мяч. Технически идеально исполненный. Ну, Динамо с мячом. И
игроки Сахалина вынуждены под давлением динамовцам просто выбивать мяч. Прибавила Динамо. Видно невооруженным глазом. Атака продолжается. Перехват. Ну, здесь задержка руками. Да, фалят. Фалят игроки Динамо. А тем не менее сыграно уже 70 минут времени матча. Счет 2-1 в пользу команды «Спортивная школа Сахалин». Кириенко на Свиридова. Свиридов. Дальше направо на Зайцева. Зайцев подача в штрафную. Кириенко не успевает на прострел. И с мячом динамовцы. Но иначе думает Глушко. И теперь уже Сахалин с мячом. Отправляет вперед Савенкова. Савенков пытался раскачать Змейчука Владимира. Но это у него не вышло. Аут. Свиридов ставит корпус. И здесь толчок. Явно, да. Владимир Змейчук. Ну, это без каких-то вынесений, предупреждений, желтый карточек, как я уже говорил, вот что значит, да, желание, страсть сыграть, первым быть на мяче. Все это судья матча понимает. Идет мужская борьба. Так, Долин, Свиридов, смотрим. Долин в итоге у мяча. Ну что, Владислав Фоменко. Два со стандарта были. Смотрим. На дальний гол. И вот, пожалуйста. Что, собственно, да, не Владислав Фоменко, а так. Так, это у нас получается 73-я минута. 73-я минута. Забил третий гол ворота Динамо. Это у нас Глушко Андрей, номер 2. Счет 3-1 в пользу команды Сахалин. И вот вам, пожалуйста, 3 гола. Один на защитнике, другой также. Крайний защитник и центральный. Вот что значит стандарты. 3 мяча было забито после розыгрыша стандартных положений. Ну вот и Виталий Русу, тренер команды Сахалин, делает замену. Так, поле покинул номер 27 Савенков Тимофей, а на поле вышел под номером 7 Друсалевич Тимур. Вот, Глушко Андрей, сыграв на перехвате, пытался подключиться, но здесь фалят игроки Сахалина. Это желтую карточку получил Голубев Эльмир, номер 3. Итак, стандарт теперь со стороны Динамо. Сыграно уже 75 минут встречи.
Судья устанавливает стенку на положенное расстояние. Ну, здесь то ли удар, то ли подача на дальнюю штангу, но тем не менее Щепанский Артем неловко сработал на выходе, и от его рук мяч покидает поле. Угловой. Подача. И непонятно, судья делает жест. Так, хоть мяч и побыл в сетке, но судья отменяет. Просит повторить угловой. Итак, подача, но это точно в руки вратарю, где он и находился, поэтому с мячом. Щепанский Артем. Мяч вниз, розыгрыш. Ну, здесь уже поляки на передаче на Кириенко. Тут же рядом Свиридов. Ну, мячом завладели динамовцы. Правый фланг. Капитан команды Динамо. Пытается обыграть сразу двух игроков Сахалина. Прочитанная передача Фоменко. Он просто выносит мяч подальше, чтобы расставиться. И продолжить отбирать мяч. Да, Зайцев. Так, немножко неточная передача у Долина на Кириенко привела к тому, что, ну, немножко неточно. Это потеря мяча, но тут же Дурсалевич вступил в отбор. Но не смог сохранить мяч для продолжения атаки, но сохранил для продолжения игры. Аут. Свиридов. Нет, Дурсалевич теперь не точен. Ким пытался сыграть напряжение, но пролетел. Тут же Долин на протыках проходит вперед, но не смог пройти центрального защитника Динамо. И так атака. Немножко помешкался, наступил на мяч. Но подбор за динамовцами. Атака по центру. Сброс в штрафную вправо. Прострел. И, пожалуйста. Опять прострел вдоль ворот. И опять была возможность, собственно, забить у динамовцев. Щепанский готовит мяч для ввода в игру. Вынос вперед на Кириенко. Кириенко сброс вперед. Но там никого нет. С мячом Динамо, но не точно. Долин на Свиридова. Набирает по флангу. Подключает Свиридова. Свиридов под себя на Друсалевича. Друсалевич дальше на Кириенко. Но Кириенко, да, стоя на месте, не дождался этого мяча. Мяч покинул поле. Аут. Будут уводить Сахалин. А еще у нас замена у Динамо. У Динамо. Вместо Нижникова Валентина номер 5 на поле вышел Букреев Денис, номер 11. Итак, 3 замены уже произвел Евгений Родькин, наставник команды Динамо. У Сахалина была лишь всего лишь одна замена. После аута мяч и потеряли, и опять завладели, и опять потеряли сахалинцы. Но тем не менее здесь борьба. Дусалевич навязывает борьбу. В итоге
В итоге завладевает мячом. Мяч у Свиридова. Делает передачу Свиридову. Свиридов на дальнюю штангу. Ну, здесь больше, да, неточность. Большая неточность. В итоге мяч у вратаря. У вратаря Динамо, который начинает атаку через левый фланг. Игроки обороны после розыгрыша доставляют мяч направо, но здесь Андрей Глушко на своем фланге не дает развить атаку динамовцам. Аут. Опять первый на мяче Глушко. Заброс в штрафную. Защитники выбивают мяч за пределы штрафной. И в итоге опять капитан с мячом. Но он и накрывает у Кириенко борется. Но динамовцы остаются с мячом и продолжают атаку. Вот здесь нерасчетливо как. Олег Ким делал передачу назад. Чуть было не обрезал. Но защитники сыграли. Подстраховали. И аут будут водить динамовцы. Подача в штрафную. Да, здесь Тасенко Михаил. Первый был на мяче. Коснулся мяча головой, но дальше мяч просто покинул линию ворот. От ворот. Первый на мяче Сухинин Семен. Назад. Зайцев на Глушко. Глушко на Кириенко. Кириенко в касание направо, но там никого нет. Но тем не менее Свиридов первый был на мяче, ну и на нем нарушает правила. Штрафной в исполнении команды Сахалин. Но здесь, наверное, уже никуда не надо торопиться. Счет позволяет, время идет. Передача на правого фланг. Друсалевич. Подача. А там один Кириенко, через которого мяч перелетает. И вот Зайцев выиграл борьбу, заходит в центр поля. Ну, конечно. Среди трех игроков соперника. Это тяжело. Здесь нарушение со стороны игрока белой формы. Розыгрыш динамовцами. Тут же накрывает Сахалин. Но не поняли друг друга Глушко и Свиридов. Но тем не менее Ким Олег делает передачу назад. Далее на Полякин. Полякин просто заброс вперед на Кириенко. Надеюсь, что защитники ошибутся. Но этого не случилось. И с мячом динамовцы. Неудобную передачу Свиридов делает надольно. В итоге опять начало атаки. Начало атаки от динамовцев. Опять прервана диагональная передача. Зайцев на Свиридова. Направлении Свиридова, но там Михаленко Андрей первым оказался у мяча. И вот, пожалуйста, капитан команды, сыграв на опережение, пытался начать атаку индивидуальными действиями по центру поля, но потеря мяча и теперь уже также по центру продолжают. И вот передача направо достанет. Достал мяч игрок Динамо. Но здесь уже Глушко Андрей. За счет корпуса не дал
Букрееву Денису сделать прострел. Четвертую замену делает Динамо, и поле покидает Пантелеев Максим, номер 12, и выходит Митрохович Сергей, номер 20. А 85 минут уже позади. С мячом Щепанский. Далее Дурсалевич. Головой сбрасывает на Кириенко. Кириенко, не глядя на Свиридова, но не точно. Итак, атака Динамо продолжается. Пас вперед на 7-го номера Варченко Марка, но слишком сильно. И опять с мячом Щепанский Артем. (3-1) ведет команда «Спортивная школа Сахалин» в игре с командой «Динамо». Щепанский концовочку игры просто выбивает мяч. Далее Дурсалевич пытался сохранить мяч. Длинная передача вперед, но не точно. Перехват от Голубева. И первый на мяче здесь, да, Зайцев с Кимом. Зайцева не было вне игры. Свиридов немножко не рассчитал. Да, сейчас бы, конечно, подхватив мяч, идеально выбегал. Но здесь нарушение правил. Задержка руками, срыв атаки и желтая карточка. А карточку получил Остапенко Кирилл, номер 4. Требуется помощь врача игроку «Динамо». Но пока врач команды не спеша подходит к своему игроку. Ну, собственно, пауза, которая на руку игрокам Сахалина. 88 минут игры сыграно, счет 3-1 в их пользу. Небольшая передышка. Тем более мяч на половине поля «Динамо». Мячом владеет команда «Сахалин». Очередной стандарт. А 3 мяча в ворота динамовцев были забиты как раз после стандартных положений. Ну что ж, посмотрим четвертый. Два игрока обороны отличились. Еще одна замена. Замена у «Динамо». По всей видимости, получив травму. Да, так оно есть. Мингалиев Артур, номер 18, покидает поле. И на поле вышел Чередов Тимофей, номер 6. Так, ну что, у мяча Свиридов. Подача в штрафную. Первым на мяче оказался Зайцев, но высоковато был для него, и мяч далеко. Не точно пролетел от ворот. Разыгрывают динамовцы. Глушко. Глушко не дал принять Букрееву Денису. И аут заработали сахалинцы. Полякин. Свиридов опять опустился он пониже. Ну что ж, основное время вышло, и судья встречи добавляет 4 минуты к основному времени матча. Долин опять, который распытался он Кириенко.
отправить в атаку, но слишком высоковата была передача. Итак, 4 минуты добавил. Добавил рефери. Встречи Колбов Михаил. А счет 3-1 в пользу хозяев. Щепанский завладел мячом. И здесь уже не торопясь. Не торопясь, выбивает его подальше и повыше. Дурсалевич пытался сыграть на первый мяч. Обокрасть защитника, но не получилось. И Динамо левым флангом. Не точно. Теперь уже Фоменко выбивает. Прервали передачу динамовцев. Аут вводят. Вводят игроки Динамо. Так, завязалась там борьба. В итоге мяч у Голубева, которого, да, вынудили выбить мяч. Ну, собственно, да, добавленное время идет уже. Дополнительное. Не надо здесь никакого риска. Счет 3-1. Больше, конечно, во втором тайме мячом владеют динамовцы. Более такие затяжные атаки у них по времени. И вот очередной у них стандарт. Практически все игроки в синей форме в штрафной, ну, соответственно, и в белой. То же самое. И тактическую замену готовит Сахалин. Итак, подача на дальнюю, ну, слишком высоко, и мяч покидает поле. И замена у команды Сахалин. Вместо Кириенко Алексея, игравшего под номером 5, на поле выходит Василишин Александр, номер 99. С мячом Щепанский. Ну что ж, времени все меньше и меньше. Успеет ли и та или другая команда провести еще какую-нибудь атаку? Пускай не результативную, но вот передача в итоге. Щепанский не дает уйти мячу на угловой. Атакующие действия есть у Динамо, но нет завершающих ударов по воротам. Передача направо. Глушко побивает мяч. А тем не менее секунды идут, время идет. Первые мячки. Удар по воротам рядом со штангой. Фоменко Владислав головой выбивал, и с лета, с удара игрок Динамо пробил, ну, рядом со штангой. Вот вам только я сказал, успеют ли более, да, хороший удар был. Пускай не точен, но тем не менее исполнил игрок Динамо. Итак, прозвучал свисток судьи матча Колобова Михаила. Закончилась встреча между командами спортивная школа Сахалин, город Южно-Сахалинск, и Динамо Приморский край, город Владивосток. Со счетом 3-1 победу одержала команда спортивная школа Сахалин. А я говорю всем до свидания и до новых встреч.